В Министерстве национальной экономики прокомментировали информацию о том, что автомобили с объемом двигателя свыше 3 литров хотят отнести к предметам роскоши. О таких планах стало известно из концепции закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения. Также предлагается повышенное налогообложение дорогостоящей алкогольной и табачной продукции и транспортных средств с объемом двигателя свыше 3000 кубических сантиметров как предметов роскоши. Документ был вынесен на публичное обсуждение, и его детали уже вызвали возмущение граждан Казахстана. В качестве одного из доводов против приводится аргумент о том, что люди покупают машины с двигателями объемом больше, чем 3 или 4 литра, не от хорошей жизни или как предмет роскоши, а как единственно возможное средство передвижения. В министерстве в свою очередь заявили, что обсуждение этого налога отложили. В рабочей группе при Миннацэкономике ранее обсуждался вопрос увеличения акциза на импорт новых автомобилей с двигателем свыше 3000 кубических сантиметров. Решением рабочей группы вопрос отложен для дальнейшего изучения, заявили в ведомстве. Теле2 уходит с казахстанского рынка. В ближайшее время будет завершена сделка по приобретению Казахтелекомом 49% доли Теле2 у шведского мобильного оператора. Между компаниями был подписан договор, согласно которому Казахтелеком выкупает долю шведского оператора в совместной компании Хан Тенгри Холдинг. В Теле2 рассказали, что за время работы оператора в Казахстане удалось построить успешный бизнес, создать сеть для передачи мобильных данных и звонков в высоком качестве, а также увеличить клиентскую базу, которая на сегодня составляет более 7 миллионов абонентов. По словам председателя правления Казахтелекома Куанышбека Есикеева, покупка доли Теле2 в совокупности с ранее приобретенными акциями XL положительно скажется на сфере телекоммуникаций за счет интеграции технических возможностей трех операторов. Гражданам Казахстана начислили 700 миллионов тенге несуществующих налогов. Это происходит из-за халатного отношения к работе самих налоговых органов, считает Нурлан Нигматуллин. Спикер Мажилиса Нурлан Нигматуллин возмутился большими налоговыми задолженностями у физлиц по несуществующим налогам. Он обратился к представителям Комитета госдоходов за разъяснениями. У меня на руках информация Комитета государственных доходов. По стране сегодня физлицам начислено налоговой задолженности на сумму порядка 700 миллионов тенге по следующим видам налогов: корпоративному подоходному, налогу на добавленную стоимость, соцналогу, то есть по налогам, которые априори не могут возникать у физических лиц, потому что такие налоги платят только юридические лица. И сумма этой налоговой задолженности за этими физлицами числится 15 лет. И на нее ежегодно накручиваются пени, сказал Нурлан Нигматуллин в Мажилисе. По его словам, данные физлица не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Вот так вы и накручиваете эти пени, 7 миллиардов тенге по стране. Таких примеров очень много, это стало уже системой. Такого нельзя допускать. Таких видов налога нет для физлиц. А вы их начислили, 15 лет крутите. Возмутился спикер. Вице-министр финансов Канат Баидилов пояснил, что до 2002 года налоговый учет в регионах велся в локальной информационной системе. Однако, когда всю систему интегрировали и подняли на республиканский уровень, при миграции базы данных оказалось, что у нескольких тысяч физлиц начислены долги по налогам для бизнеса. Складывается впечатление, что налоговая амнистия нужна не только налогоплательщикам. Она нужна и самим работникам Комитета госдоходов, чтобы исправлять свои недоработки. Мы видим, что у физлиц образуются огромные задолженности. Это вина прежде всего самих налогоплательщиков. Никто с них не снимает ответственность. Но зачастую это происходит из-за некачественного налогового администрирования, бессистемного и просто халатного отношения к работе самих налоговых органов, полагает Нурлан Нигматуллин.